Предприниматели, производители, общественные деятели, люди культуры, искусства, блогеры-миллионники, политики. И всех объединяет одно – они – кыргызстанки. Конгресс женщин Кыргызстана в преддверии 8 марта наградил лучших дочерей своей страны. Награды получили девушки и женщины, проживающие во всех областях республики. Очень важно дать женщинам, знаете, позитивное настроение, дать женщинам возможность работать, жить, воспитывать детей, чтобы у них было хорошее настроение. Это очень важно. И вот наш проект «Женщина Кыргызстана. Энциклопедия» как раз отвечает этому. Все награжденные обычные кыргызстанки, но именно они своим трудом делают жизнь в стране лучше. Это именно благодаря им растет экономика и сокращается безработица. Наши многие женщины открывают малые и средние предприятия, и крупные тоже открывают. Этим, допустим, они обеспечивают работой нескольких людей, да? Поэтому таких очень много. Между прочим, наши женщины в Кыргызстане очень хорошо помогают действительно для экономики нашей республики. Вот такие, допустим, медали, членство в Конгрессе женщин – это большая мотивация для нас. Продвижение и сохранение культуры. В этой сфере кыргызстанки очень хорошо демонстрируют свои способности. За каждым красочным выступлением танцевального коллектива стоит тяжелый труд хореографа. Чаще всего этот человек так и остается за кулисами, но только не сегодня. В Конгрессе женщин я совсем недавно, но всегда поддерживала этот конгресс. Всегда выступления, и были выступления у нас такие, что приезжали и в детдома, и приезжали в дома престарелых, но всегда мы вместе. Конгресс женщин продвигает женщин по всему миру, в частности в Кыргызстане. Женщина должна быть наравне с мужчиной. Многие члены Конгресса женщин Кыргызстана живут за пределами родины. Для них служение родной стране имеет двойное значение. Даже на чужбине они принимают активное участие в жизни Кыргызстана, продвижении отечественного бренда. Яркий пример – вот эта девушка Гульшейра Акматова. Наша соотечественница, она уже несколько лет живет в Корее и совсем недавно была главным связующим звеном во время переговоров нашего президента с лидером Кореи. Переводчиком. Сегодня она получила свою награду от Конгресса женщин Кыргызстана. Для меня очень большая честь получить такую награду. Я рада, что Конгресс женщин могли оценить мой труд. Оно дает мне мотивацию для дальнейшего развития. Конгресс женщин Кыргызстана вносит большой вклад в развитие женского потенциала в стране. Организация реализует 70 проектов. Все они направлены на повышение уровня образования кыргызстанок, оказание помощи при запуске собственного дела. У Конгресса крепкие связи с рядом зарубежных стран. Мы сейчас получаем от нашего партнера, от Всекитайской Федерации женщин, 125 ноутбуков. Это специально для обучения женщин села. Мы работаем под эгидой «Образованная женщина, образованная страна». И поэтому вот этот лозунг мы стараемся притворить на таких проектах. И поэтому мы совершенно благодарны послу госпоже Лю Цзяньпинь, которая, видимо, будет тоже участвовать на открытии этого проекта. Да? Затем с посольством Кореи, буквально мы недавно тоже приехали с Кореи и заключили 3 меморандума с Министерством по делам женщин, с Фондом по развитию женщин и с Фондом Кыргызстана-Корея. Ну, здесь у нас большие планы. Я с замиранием дыхания жду, когда они тоже воплотятся. Я думаю, что они будут иметь очень большой позитивные результаты для Кыргызстана. Конгресс женщин обучил основам бизнеса 53 тысячи человек. Основы компьютерной грамотности и языкового обучения прошли более 10 тысяч женщин. Конгресс выдает гранты на открытие бизнеса, создает новые рабочие места, организует бизнес-инкубаторы, центры правовой защиты и помощи. Для расширения экономических прав и возможностей женщин Конгресс женщин выдает гранты на стартапы от 5 до 10 тысяч долларов. Екатерина Такамбаева, Бибек Джумабаев, ТВ-15.